Наш эфир продолжают новости из студии на открытом воздухе. Меня зовут Полина Долинская, и это Ice News. И в этом выпуске мы узнаем. Белый медведь был замечен в Хандыге. Косолапый решил порыбачить и стащил блесна у рыбака. Это все, что останется после меня. Художница из Екатеринбурга создает картины, привлекая к проблемам экологии. Чистый четверг отмечают православные традиции и обычаи сегодняшнего дня. Теперь об этом всем подробнее. Рыбак столкнулся с белым медведем на реке. Мужчина, рыбачивший на реке Хандыги в Тампонском районе республики, встретил белого медведя. Видео о произошедшем распространилось в мессенджерах. Как рассказал очевидец, он даже не слышал, как к нему подобрался косолапый. Мужчина смог убежать, однако на месте остался ящик с рыбацким снаряжением, который и заинтересовал животное. По словам рыбака, он пробовал отогнать медведя сигналом автомашины, но тот не реагировал. В итоге медведь ушел, забрав ящик с блеснами. Как сообщили в ЕДДС Тампонского района, по последним данным, белый медведь находился недалеко от села Теплый Ключ. В конце марта животное видели на трассе в Верхоянском районе. В Тампонском он был замечен в середине апреля. Круглый стол, посвященный трендам и требованиям в сфере проектирования общественных пространств, состоялся в Якутске. Мероприятие прошло совместно с Urban Puzzle. Новосибирский проект, целью которого является ставить комплексно обустраивать общественные территории, жилые комплексы и госучреждения. Проект должен представить компанию-производителя детского и спортивного оборудования. Изготовлено специально для эксплуатации в условиях экстремального холода. Так, на сегодняшний день Urban Puzzle совместно с якутскими градостроителями уже оборудовали несколько площадок в столице и на территории республики. Мы поднимем несколько вопросов. Изменение в законодательстве – это вступление в силу технического регламента о безопасности детских игровых пространств. В рамках всероссийского конкурса «Комфортная городская среда» участвуют несколько городов из республики Саха: Нерингри, Мирный, Алдан, Томот. Там уже предусмотрено к установке наше оборудование, и поговорим немножко об этом. Художница из Екатеринбурга Олеся Фрич создает картины с помощью природных материалов, взятых с мест техногенных катастроф. В своих работах она стремится привлечь внимание к экологическим проблемам. Женщина сама ездит на места аварий и собирает грунт, камни и другие материалы. По мнению художницы, это позволяет соприкоснуться с последствиями деятельности человека. Серию работ «Это то, что останется после» Фрич посвятила мусорной проблеме, опасности разливов нефтепродуктов, а также кислотным рекам. Очень почему-то большое впечатление именно оказала съемка и фотографии с Левихи, где настолько живописная картина связана с такими, жесткими и катастрофичными последствиями. И вот это каким-то толчком явилось. А потом дальше как-то все пошло раскручиваться потихоньку, помаленьку. Потому что чем глубже ты влазишь в какую-то концепцию и начинаешь изучать, тем больше появляется всяких материалов, и хочется высказываться именно творчески. 29 апреля во всем мире отмечают День танца. Начало этому празднику было положено еще в 1982 году по инициативе ЮНЕСКО. По замыслу учредителей главная идея – это объединить все направления танца как единой формы искусства. А сам день – это повод для ее чествования и способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы. В России в Международный день танца также существует традиция вручать единственный профессиональный балетный приз – премия «Душа танца». Первый раз мероприятие прошло еще в 1994 году, и награда вручалась мастерам в развитии отечественной хореографии. Тем временем балет «Алмазы Якутии» закрыл очередной театральный сезон. Посмотреть на мужчину в платье, щелкунчика и рок-н-ролл мирницы смогли в понедельник. Юлия Золотарева побывала за кулисами и узнала, как готовились танцоры.
На сцене мамаша Жигонь с красными щеками и в пышном платье, а под юбкой дети. Вот только исполняет женскую роль мужчина. Это одна из постановок на концерте детского театра балета «Алмазы Якутии». Здесь не только балет «Щелкунчика», разнообразили классику и рок-н-роллом. В этом году закрыли 34-й театральный сезон. Билеты на концерт, по словам организаторов, разлетелись за 3 дня. Следующее. А началось все здесь, в театральном зале, за час. Дети собирались сами и помогали друг другу. 14-летняя Дарья Цыпляткина научилась делать шишки и красить. Говорит на опыте, как-никак 8 лет в балете. Ну, на некоторых концертах бывает, что родители помогают, а так, да, мы больше сами. Успеть не только собраться, но и точить все движения. Синхронно, в ряд, носочек к носочку. Ведь готовились всего 3 месяца. Пришлось начинать будто с нуля. Помешали и домашние репетиции. Ну, сложное в подготовке – это организация в плане репетиций, потому что дети учатся с 2 смен в школе. Это всего 1 репетиция в неделю, сводная, такого большого количества детей. Но, тем не менее, даже с 1 репетицией в неделю сводной мы справились. Справились, но волнение осталось не только у детей. Не меньше этого концерта ждали и родители. Очень долго готовились к нему. Мой ребенок ходит в подготовку, поэтому я очень даже переживаю. В этом году особенно переживает сильно. У нас последний год мы почти 12 лет посвятили балету. И так пришлось нам уезжать в этом году навсегда. Это ее последний концерт вообще, скорее всего, будет. Для одних этот год стал последним, а для кого-то первым. Пока коллектив будет ждать следующего театрального сезона, они еще порадуют мирницев на городских мероприятиях. Юлия Золотарева, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Также сегодня отмечают Чистый четверг. Это один из дней Страстной недели. В преддверии праздника Пасхи верующие обычно занимаются уборкой, красят яйца, готовят творожные пасхи и пекут куличи. С Великим и Чистым четвергом в народе связано больше всего традиций и обычаев. Например, генеральная уборка очищает не только дом, но и душу. Также было принято омываться или купаться в открытых водоемах до восхода солнца. Кроме этого, в храмах и церквях проходят молебны. А вот о том, как готовятся к празднику в Нерингре, выясняла Екатерина Павлова. Основной элемент физической и духовной подготовки к Пасхе, конечно, предшествующий ей Великий пост. Пасха является долгожданным днем завершения поста, когда разрешена любая пища, можно праздновать и веселиться. В каждой семье есть свои традиции подготовки к Пасхе и ее празднования. Одни хозяйки пекут куличи, другие покупают. Одни красят яйца, используя пищевые краски, другие вместе с детьми наклеивают на яйца цветные наклейки с рисунками. Яйцами нерингринцы запасаются заранее. Мы покупаем на Пасху 3 десятка яиц, чтобы покрасить, испечь куличи, ну и накормить вкусными салатами. Лотка 2, наверное, надо взять. Да, это 60 штук. Лоток. Потому что угощать, гости придут, угощать надо будет кого-то. И саму немножко ставить, на работу взять. В богослужении православной церкви каждый из дней Страстной недели выделен особо. Служители храма призывают всех верующих исповедаться, причаститься святых христовых тайн, поучаствовать в богослужениях и уже подготовленными встретить светлую Пасху. Пасхальные богослужения в нашем храме в честь Казанской иконы Божией Матери пройдут как обычно. Первая праздничная служба будет ровно в полночь начнется. И вторая литургия – это для детей, для престарелых, и для тех людей, которые не смогли подойти в храм ночью. Вторая служба будет в 8 часов утра. Конечно же, мы всех верующих призываем носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Будем беречь здоровье свое и окружающих близких. Стоит помнить, что главное в подготовке к великому празднику – это в первую очередь внутренняя работа над собой с пользой для души. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерингри.
На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте в курсе событий республики, а также за ее пределами.